Привет, ребята. Прохладненько. Ну что, 3 октября. Погода прям по-настоящему уже осенняя. Сейчас шли дожди и впереди такие хорошие заморозки. Вот с этих заморозков и начнем пробовать по налиму. Опять же, воды нету, хоть и дожди идут, но вода очень-очень мелкая. На моторе не походить прям так плотно. Ну, что-нибудь будем думать. Сейчас пока без рыбалки, ребят, занимаюсь гаражом. Марафеты, стройка, внутряночка там, проводка и так далее. Дотянул, ребят, до осени. Ну, так получилось. То одно, то другое, то деньги, то что-то еще. Сегодня, ребят, выскочил в лес прогуляться. Есть у меня немножко времени. Погулять по лесу. Грибочков посмотреть. Не знаю, есть что-то, нету. Ну, как что-то нету, ребят, я уже не пустой. Смотрите, что у меня есть. Два красавца, это по дороге. Еду, смотрю вдоль дорожки. Один стоит. Потом второй, это боровичок, ребята, а это луговик. Два вот таких грибочка. Так, что-то решил прокатиться, погулять, подышать. В общем, чисто уже так, для себя, так скажем, по настроению. Ну, понятно, свежих грибочков собрать, поджарить тоже неплохо. Так вроде как будто бы и заготовил уже все. И грибы, и ягодки. Ну, по старой схеме, ребята. Червивая ножка у боровичка. А у луговичка что у нас? Луговичок чистенький, ребят. Отлично. В общем, давайте погуляем, что посмотрим. В лесу небо уже порядком. Ну, какие-то года вспоминаю, что в октябре спокойно собирали грибы. Ну, у нас просто погода немножко, ребят, по-разному, чем средняя полоса. Соответственно, как бы я этим и сравнивал, что понятно, где-то там сейчас только сезон, а у нас уже дело к зиме. Ладно, погнали. По комментариям частенько читаю, и в этом году у многих хороший урожай. Ну, я имею в виду по грибам, по ягодам. В этом году хорошо. Ну, в принципе, я сравниваю года, вот, которые бывали. Вижу, ребята, гриб стоит. Ну, и у нас как бы бывало, что просто не сезон. Красота. Ладно, погнали, подходим. Просто, ребята, издалека, смотрите, наблюдаю. Какой красавец. Стоит. Ждет меня. Великолепно. Вот такой красавчик, друзья. Боровичок. В этом году осень теплая. До сих пор, причем, ребята. Ножки червивые у белого. Красноголовики вроде нормальные, а вот ножки, я прям чувствую, что как будто бы мягенькая. По самую шляпку. Нога в минус идет. Ну, а шляпки нормальные. Вот. Нужен заморозок небольшой. И тогда все это поменяется. Допустим, если там даже до -3, ребята, грибы еще могут расти. Потому что в лесу этот заморозок не почувствуется сразу так прям. Если там в деревне с утра там был там -3, то в лесу, в принципе, там нормально. Потому что лес держит тепло. И он долго остывает. Так. Ну, я так понимаю, что все хорошо. Грибочки есть. Можно гулять, ходить.
смотреть спокойно. Вот белый гриб, ребят, но он сгнил. Видите? Он сгнил. Любимое мое место. Очень мне нравится вот этот участок. Небольшой, но всегда дает грибочек. Очень мне нравится. Вот так погуляем. Погуляем. Стандартная, ребят, ситуация. Ну, тропа проходит такая, она, видите, еле-еле заметная, но все же тропинка. И на тропиночке, ребят, молоденький стоит вот такой красавец. Думал, еще нет. А вот как-то так. Вот такой красавчик, ребята. Блин, так тихо в лесу, классно. Рябчиков сейчас с дороги поднял, не успел, хотел поснимать их. Не подпустили близко. Здесь такой пригорок и беломощник, ребята. И прям, знаете, как будто свет включили. У меня прям в глазах так рябит немножко. Камера, конечно, не передает. Прям так, ну прям прикольно, не знаю. Аж, знаете, как будто так ослепляет. У нас солнечных дней очень мало, кстати. Ну вот летом, осень она, вот бабье лето прошло. И вот солнечных дневночков очень мало. Такая хмурая погода. Такая же весна бывает, что не солнечная. И постоянно вот такой мрак. Каждый день, допустим, и у многих настроения нету. Осенью, в принципе, всегда перепадок. Меняется настроение. Болеть начинают. Мы сейчас тоже переболели. Не знаю, я на рыбалке хапнул что-то. А мои дома. Соответственно, все это угасает. Дело к зиме и не знаю. Многие не любят такое время года. Но я от осени очень кайфую, конечно. Осень — это все. Самое любимое время года. Сдалека увидел. Сдалека, ребята, увидел. Такой уже большеватенький. Скорее всего, и уже... О, мягкий. Даже трогать не будем. Мягкий. Отходят потихоньку, ребят, грибочки-то. Видно уже. Ну, собрать-то можно что-то, но уже видно, что потихоньку отходят. Сезон закрывается. Сейчас клюкву люди собирают. Клюкву очень много продают. Деньги делают на ягодах. Ох, красавец. Смотрите, какой, ребята. Это, по идее, первый сорт. Это, по идее, первый сорт. Но, к сожалению, вот так вот. Шляпку забираем. Блин, вообще крепыш. Круто. Так, идем дальше. Вон тут недалеко. А, тут даже два, ребят. Смотрите, малыш еще. Малышок еще стоит. Раз. Фига нога. Опа. О, какой. Класс. Прям крепкий-крепкий. Не знаю, ребят, может и чистый даже. Сейчас проверим. Вообще, ребята, лютый. Почему вот белые грибы, ребята, вот вырываю с корнем? Потому что, ну, когда он чистый, большая нога у него в земле остается, если ты срезаешь. Это очень много мяса.
Смотрите, ребят, прелесть, да, какой? Прям чистейший, повезло. Ну и малыш. Малышок, наверное, тоже чистенький. Да. Вот какой, ребятки. Ах. Так, там у нас еще один, но там он большой, скорее всего, мимо. Вот тут стоит. Видите, какой кабаняра, блин. О, мягкий. Даже не буду срывать, ребят. Может и шляпка там где-то что-то. Пускай доживает свой сезон, так скажем. Грибы быстро растут и быстро помирают. В день 7 сантиметров плюс-минус. Белый, что ли? Нет. Обман. Много таких подгнивших грибов и коричневый. Надо подходить прям в упор смотреть. Соответственно, 7 сантиметров в день, ребята. Ну что, ну неделю он растет. Если его никто не найдет. А так как тепло, черви активные. Он тут резал здесь. Он сгнивает очень быстро. Ножку подъедают. И он просто валится. Соответственно, и шляпка тоже пропадает. Красота. В таком местечке нашел. Не сказать, что прям попадаются часто, но есть грибы. Грибы есть, ребята. Нашел еще одного. Пятачок такой. И стоит, смотрите, братцы, какой. Прелесть. Вообще. Обожаю эти грибы, конечно, собирать. Просто обожаю. Кто-то звонит. Прощения, ребята. Обычно, когда на рыбалку или в лес захожу, на беззвучно ставлю. Здесь недалеко от деревни. Связь проскакивает. Кореш позвонил. Такой бор, ребята. Такие сосны. Беломошник. Что ни на есть самое место, где растут белые. Красота. Чистый, бля. Вообще огонь. Крутанулся там в пятачке. Небольшой там пятачок. Не знаю, сколько там у меня штук. 6-7. Даже 3 штуки, ребят, чистые полностью. Прям удивительно. Так, ладно, я тут перешел. Вот тут сейчас прогуляюсь. Место тоже интересное. Хорошее. Беломошничек. Вон, смотрю, уже срезы, обрезы есть. А тут сейчас только крутанусь. Сегодня так на лайте, ребята. Задачи никакой нету там прям нарубать. Иду так своей дорожкой. Гуляю, не напрягаясь. Ягодники в своем репертуаре, не знаю почему, кидают, блять, но это паразиты, конечно. Паразиты. Ничего не поделать. Сегодня утром собирался
Что-то так новости включил. Телевизор вообще не смотрю. И там какие-то типа утренники, там школьники там какой-то парк почистили там. И хвастаются, что 16 мешков там больших там. И сортировочно. Пластик, бутылки. Хвастаются 16 мешками. Там у них какое-то соревнование, что ли, было. Я думаю, ну да. До чего народ, да, хвастаться мешками мусора. Наоборот, надо хвастаться тем, что парк чистый, допустим, или что-то еще. Ладно, ребят, у меня белый бродяга. Тарарарара. Сразу душа поет, ребятки. Ох, братва, вообще мощь, просто мощь. Нога, ребят, походу чистая. Смотрите, идеально. Вот уже что-то уже как-то ближе к делу. Уже черви отходят потихоньку все-таки. Хоть и заморозков не было. Но в районе, ну, местами вроде было даже до нуля доходило. А так еще особо нету. Ну, впереди вот минуса идут. Класс. Вот это мне нравится. Это уже по-нашему. Друзья, смотрите. Какой. Блин, ноги, конечно, ребята, у них просто звери. Вот там еще один стоит. Охренеть. Подошел ближе к дороге сюда. Здесь вот видите, так более открытое место. И всегда сюда захожу. И вот на сегодня не зря. Класс. Сейчас, ребята, медленно наведу на красавца. Смотрите, какой, ребята, парень. Как на картинке. Вот этот уже поеденный. Шляпку забираем. Класс. Вот какой стоит. Вообще кабаняра. Кабанчик такой. О, бурый такой. Как медведь. Интересный белый гриб. Он мягкий, ребята. Может даже быть и чистый. Мягковат, конечно. Ну да, шляпка чистая, но вот этого зеленки очень много. Можно бухарку сорвал, ребята. Кстати, вот летом, допустим, да, вот такого движения нету. Вот к осени прям часто начинаешь замечать дичь на дорогах. Вот эта суета осенняя, в принципе. Уже видел 3 рябчика и глухарку. Ну и поднял ее, она сидела в упор прям. До последнего сидят. Вот немножко глупенькие, конечно, они. Но у меня, ребята, красавец. Очередной красавец. Ну так. Есть, конечно, погрешности. Чисто вот здесь. А так, в принципе, норм. Можно поковырять еще. Много вопросов задают, кстати, вот охотники, кто причастен к этому делу. Че, Андрюха, без ружья и так далее и тому подобное. На самом деле, ребята, я с детства с нелегалом ходил там, я не знаю сколько. Как бы и патроны заряжать умею там. Причем в таких условиях, знаете, там
капсуль там ложкой забиваешь, там пыжи, рубка, там валенки, это я все проходил, все я знаю. Ну, дичь как будто дома у меня никто не ест. Сейчас, правда, вот автоклав есть. В принципе, можно вот тушенки всякие делать, ту же уточку, тех же рябчиков. Так как бы рябчина охота, это такая классика тоже, ребята. Свистишь, гуляешь, те же грибочки собираешь. Задумывался даже пару раз я, как бы все сделать грамотно, купить ружьишко, 200-очку, там не надо мне каких-то 5 зарядок. Классика жанра, даже плашку. Будет круто. Ну опять же вот, не знаю, чуть-чуть что ли не мое. Я вон тихой охотой, ребят, занимаюсь. Мне нравится. Многие говорят, типа, для самообороны. Хотя бы там, ты же в лес ходишь, там, волки, не волки, там. Ну так поспокойнее будет. Но опять же, тоже верно, ребят. Ну, допустим, я его могу только носить в сезон охоты. А остальное время, ну, допустим, летом я уже не имею права даже просто его взять с собой. Так что тут такое двояко. Ну, не знаю. Интересно, конечно, кто как относится к этому. Будут вообще люди смотреть это. В принципе, можно подумать даже. Бывают такие моменты. Я очень люблю смотреть охоту. У меня есть 2 канала моих любимых. Прям там тупо охота, и обожаю смотреть просто. Как-то так. Ну, показалось мне. Гусь идет, ребят. Не вижу. Гусь потянул уже. А, вон далеко очень не видно, ребят. Гусь пошел потихоньку. Думаю, дай-ка загляну, здесь пятачок такой. Я обычно вот там прохожу. Стоит, ребята. А вот там еще один, да ну нафиг. Вот это мы не зря зашли. Круто. Вот такие большие грибы, блин. Вот это мухана, наверное. Это мухана. Пойдем другой посмотрим. Прикольные. Сдалека, ребята, их можно видеть. Вот этот я сдалека увидел. Тут как будто даже не один, а 2. Ну, скорее всего, ребята, они червивые. Да. Такое открытое место. Видите, ребят, мох взъерошен. Видите? И смотрите, есть фекалии в районе Косача. Что-то такое порхалище как будто. Сейчас у них свежий песочек есть. Камешки в лесу. Очень удобно стало для птицы. Ну, видите, вот что-то вот так потрепано все. Возможно, тут бои какие-нибудь были. Петушки любят подраться. Но перьев, правда, не вижу. Косачиный ток, в принципе, так и ищется. Примерно издалека слышишь гульканье. Потом днем идешь, чтобы не пугать. Ищешь перья. Ну и в районе уже ставишь шалаш. Все. Можно пробовать. На окраине, ребята. Тут уже край бора, видите, там уже такая низина. Думаю, так пройдусь. Вот они на окраине. Нормально растут вообще. Не надо прям ловиться там в середину бора, там по краям тоже классно все получается. Ну это чисто, ребят, 100%. Смотрите, какой пузатик. В общем, что-то все охота и охота, охота и охота. Что-то разговорился. В общем, ребята, жду ваших комментариев.
Если хотите на канале разнообразие, добавится еще охота, допустим, то если будет много положительных, я задумаюсь, ребята, и по возможности все сделаю. Так что пишите, будет интересно. А так, на самом деле, ребята, всего, что снимается на ютубе: рыбалка, грибалка, походы, охота, мне кажется, самое сложное — это охота. Снять там, понятно, что подойти одно дело. Ну, в общем, везде тяжело. Одно дело просто рыбачить и охотиться, а другое дело это еще заснять как-то. Это надо тоже постараться. Ну, не знаю, рыбка все равно, она там поклевка на крючочке, там ты достал, там, а вот охота вот с подхода, там все это надо заснять. Это тяжело, на самом деле. Ладно, сейчас вот крутанусь и схожу в одно место, прогуляюсь там еще на горочку. Уже на выходе такой черничник стоит. Смотрите, какой, ребята. Я тут делал прошлое-то ведро уже наковырял. Нормально. Скорее всего, ребята, червивый. Да. Полностью. Сразу было понятно. Мягкий. Можно таких даже и не трогать. Черничнички таком вымахал. Красавчик. Вот стоит. Стоит. Красавчик. Такое место, ребята. Зеленка такая. И он стоит на пригорке. С утра так изначально прохладно было. Пока доехал. Прям так ручки обдувают, уже холодно. Ну, выезжал, было 8 градусов. А сейчас прям расходился. Жарковато даже стало, как будто. Я, в принципе, в легком костюме. Флиска только. Термуха, точнее. Прям, да, расходился. Тепло. Ну, тут нормально кто-то косил. Бам-бам. Все в срезах. Сегодня у нас, кстати, вторник. Вторник, ребята. Стараюсь выезжать, ну, в будни. Меньше народу. Гуляешь, кайфуешь. Выходные все равно людей-то побольше. Хотя многие, наверное, так же думают. И бывает, что в будни хлеще, чем выходные. Дорога идет, ребята. Смотрите. Возле дорожки. Какой картошечка какая стоит. Опа! Красавчик. Молодой малыш. Возле дорожки вымахал. Тут местечко так, чисто переход, ребята. Но я не изменяю. Сюда всегда забегаю. Видите, тут сколько срезов. Тут срезы, там срезы. И все равно, ребята, стоит, ждет. Стоит, ждет меня. Красавец. Правда, ноге ему хана. Тут срезы, там срезы, тут срезы. Такое место интересное. Что-то тут прям очень хорошо растет гриб. Не знаю почему. Спрятался, ребята. Листики выпадали. Белочка тут его похрюмкала. Ну, все-таки дождался. Забираю тебя. Красавчик какой. В общем, ребят, что у нас? Какие дела? У нас дела вот такие. Почти ведро. У меня, в принципе, есть еще пакет.
Ну, как я вам и сказал, как бы особо не нуждаюсь. Так что планировал еще съездить в другой бор, там погулять. Ну, я думал, может, не найду. А тут что-то шутят, наскреб. Соответственно, пройду здесь еще, крутанусь 2-3 штуки и доберу уже ведерко. Вот такие дела. Красота. Хорошая сегодня прогулочка. Четко. Блин, много этих переростков, друзья. Вообще много больших. Вон, все усеяно переростками, срезами. Все. Вот сейчас и на горочке, наверное, доберем, ребята. Никуда не поползем. Тут рядышками погуляем. Стоит в таком центре бора. Тут на моторе идет. Тут недалеко река. Слышно хорошо. Ух ты. Чего себе, смотрите, как вы просто выдолбили, ребята, ножку. Прям пустая. И до шляпки добрались. Вот дела, блин. Кстати, место тоже к месту рознь. Где-то вот они более-менее чистые, а где-то прям сплошняком. Ну да ладно. Грех жаловаться. У нас все хорошо. Какой-то бор сам по себе, ребята, червивый. Вон тут 2 штуки сгнили, не дожили. Сам по себе какое-то место червивое. Видно столько выкиданных грибов, что просто червивые, и никто ничего не брал. Вот так вот. Горочка не порадовала нифига. Ну как-то так, ребят, наверное, поползем потихоньку до дому. Так-то желание еще какое-то гулять и гулять охота. Ну, задачу выполнил. Так что как будто бы нормально. Хватит. Погулял хорошо. Вообще подышал воздухом. Побродил немножко. Так что, наверное, поедем. Не знаю, там в аппендицит еще съезжу, наверное. Проверю его. Там чисто там крутануться, небольшой борик. 5 штук там собрать. Вон на горе, ребята, просто. Иду, он спускаюсь, и он стоит, ждет меня. Прям на горе. На горе под горой стоит кон вороной. Прям под горой. Прямо на дороге, ребята. Смотрите какой. Что-то его расперл как-то даже. Очуметь, блин. Да, он тоже видно, нога прям. Прям на дорожке к мотоциклу иду. Так отчетливо зубы видны. Вон здесь. Видите? Кушал. Все-таки, ребята, желание у меня есть скататься
прогуляться еще. Время еще 11 часов только. Съездим сейчас туда. В аппендицитик один там. Прогуляюсь. Ножик заморосил. Ну что, я добрался, ребята. Лесочек, лесочек. Да и грибочек. Есть что-то тут у нас, нет? В маленьком бару. Потихоньку, помаленьку я уже одного вижу. Шикарно. Так, давайте, ребята, в прямом эфире попробуем все это отснять. Первый был у нас плыл. Второй, ребятки. Здравствуй. А ты у нас как чувствуешь себя? Нормал. Шляпку забрали. Второй. На входе всегда здесь стоят. Так. Третий, ребята. Пошла возня. Вышли, красавцы. Третий. Смотрите, какой пушка. Ох, это твердый, ребят. Этот, наверное, пойдет. Пойдет и для фотосессии тоже. Третий. О, какая нога у него. Шикарная. Ну что ты будешь делать, а? Выедает прям. Третий. Третий у нас по счету. Сейчас я тут крутанусь. Здесь вот видите, место небольшое. У нас вот частенько заезжаю. Сейчас техника есть и не ленюсь, что прокатился. И все. А так-то бы, если пешком, не очень удобно. Вы там подсказывайте, ребята, если что, тоже мне. Я просто за четвертым иду. Сдалека его увидел. А тут и пятый стоит сразу. Два бродяги. Ой. Ну, блин, а, ребят. Красивые же, да, грибочки? Вот такой. Он на фоне. Класс. Аппендицит всегда меня выручает. О! Огонь, ребят. Даже ножка осталась. Пятый. Пятый уже хана ему. Вот так в прямом эфире, ребятки. Все это делается. Когда грибы есть, тогда они есть. Что тут говорить? Когда есть, тогда они есть. Так, ладно. Крутанусь-ка я там, ребята. Сначала, потом туда сходим. Так, ладно, что? 5 штук нашли, значит еще и найдем 5. Интересно, ребят, смотрите. Чья-то нора. Там грибы растут, смотрите, полная нора. Я сначала думал, ну, кто-то собрал там себе грибов. А это, кажется, там выросли прям. Ну, какие-то, не знаю, несъедобные. Полная нора грибов. Кто-то взлетел, рябчик походу. Кстати, ребята, вот смотрите, это грибы называются курочка. Они съедобные. Вот так выглядят.
У нас их называют курочки. Они вот как раз самые поздние выходят. Ну, я их не беру, но я знаю, что это съедобный гриб, желтый. У нас их называют почему-то курочки. Вот. В конце сезона начали вырастать. Выходить. Там тоже замечал уже. Тут тоже, смотрю, стоят. Что-то больше не видать. О, какой. Ну, к сожалению, мягкий, ребята. Очень много мягких. Видите, хана там. Хана. Хана всему. Октябрь месяц. А еще вон теплынь стоит какая. Ну что, друзья, на сегодня заканчиваем тихую охоту. Не зря сюда приехал, 5 штучек, как раз полная, ребят. Полная ведерко. Здесь 10 литров. В основном шляпки. Как бы плотно все сложено. Это хорошая жареха, ребята. Как минимум не одна. И даже суп можно сварить раза два. Ну, порядка грибочков 10 литров. Погулял четко. Такое как раз времечко подвернулось. И без дождя, и так, думаю, съезжу. Потом времени не будет. Надо будет заниматься. Так, прогулялся пару часиков. Отлично. Как раз после обеда дождь. Выстрел вроде был. Все, ребят, выползаю к мотоциклу. И до дома.